Массовая вакцинация от коронавируса в республике набирает обороты. Прививку может сделать любой желающий, если у него нет на это противопоказаний. Ежедневно в медицинских учреждениях в среднем вакцинируют около 500 человек. Особое внимание людям пожилым. С чем это связано, расскажет Наталья Чунина. Массовая вакцинация в Республике Коми против новой коронавирусной инфекции стартовала 11 января. За это время было привито более 9 тысяч человек. Почти половина – люди пенсионного возраста. Высокий спрос на прививку от коронавируса со стороны пожилых и в столичной третьей поликлинике. Накануне Минздрав России людей старше 60 включил в приоритетную группу при проведении вакцинации. Лица старше 60 лет относятся к группе риска по тяжелому течению ковидных заболеваний. Чаще у них развиваются осложнения, в том числе и осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы. Поэтому они включены в приоритет первого уровня для вакцинации. Вакцинируют непрерывно по записи через терапевта. Очереди две, как и этапов. Одни идут на прививку впервые, другие – повторно. Среди них и Валентина Калимова. Пенсионерка признается, что после первой прививки самочувствие не изменилось. Я считаю, что надо вакцинироваться, особенно пожилым людям, потому что скоро начнется дачный период. А дачный период и туристический период – это считайте, что очень будет сильно большое заражение. Пока Валентина Калимова в очереди, Юрий Полис прививку во второй раз уже сделал. После процедуры полчаса в коридоре. Еще 15 минут и вакцинация пройдена. На очереди супруга. Никаких побочных явлений, ничего. Второй этап прошел спокойно, очереди нет. Врачи направляют, помогают во всем, распределяют. В третьей поликлинике пока работают с одной вакциной, со спутником ВИ. Как отмечают врачи, прививка переносится легко. Большинство граждан, которые привились первой дозой, да, у нас уже достаточно большой пул пациентов, которые получили и вторую дозу вакцинации, перенесли вообще без каких-либо реакций на вакцинацию или с какими-то минимальными реакциями, типа боль в месте инъекции, небольшая слабость. Однако все эти неприятные ощущения проходят уже ко второму, третьему дню. Записаться на вакцинацию от коронавируса можно на портале госуслуг, а также позвонив в колл-центры поликлиник или на бесплатный номер 122. Наталья Чунина, Олег Костромин, телеканал Юрган.